Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами раскроем тайны ума и сердца вашего любимого человека. Конечно же, я взяла для этого цыганские карты. Это очень важно. Они говорящие, и они расскажут вам всю правду. Пока я перемешиваю колоду, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. И после просмотра обязательно пишите комментарий. Мы посмотрим, что заботит вашего любимого человека, о чем он сейчас думает, страдает, как он относится к вам, что он чувствует, что он думает о вас. То есть мы вот это все будем обязательно смотреть в этом раскладе. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Если мое видео вам попалось, это судьба. YouTube никогда не рекомендует мои видео, поэтому если вы смотрите, значит, действительно само провидение вмешалось в вашу ситуацию личных отношений. Итак, снимем 3 раза и посмотрим, что вам скажут высшие силы прямо сейчас. Это определенный бонус для тех, кто смотрит мои видео с самого начала. Вышла карта «Болезнь». Вы знаете, высшие силы говорят о том, что ваш любимый человек, он сейчас испытывает какие-то трудности в жизни. Может, у него действительно болен кто-то, может быть, у него самого есть проблемы. И, соответственно, это сразу же намек на то, что вы должны ему помочь. И вы должны как-то понять, что вот то, что у вас происходит, это завязано на эту карту. То есть то, что у вас происходит, высшие силы сразу намекают, это похоже на какую-то болезнь. То есть бывает болезненная привязанность, бывает, что кто-то вмешивается в отношения. Поэтому сейчас мы будем разбираться. Итак, я буду выкладывать сначала 3 позиции, 3 карты, а вам нужно будет выбрать одну. Первая карта всегда идентификатор. Мы посмотрим, а как вы относитесь к вашему любимому человеку. Ну и потом уже будем познавать тайны его ума и сердца. Итак, 3 карты, 3 позиции. Я украшу их сегодня котами. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. А остальные я убираю в сторону. Мое старинное гадание поведает вам тайны вашего любимого человека. Мы заглянем ему прямо в душу, мы заглянем ему прямо в сердце. И, соответственно, раскроем все его секреты. Итак, первая позиция, первая карта, значит, будет отражать ваше отношение к нему, ваши чувства к нему. И здесь я вижу карту «Противник». Вы знаете, противник – это карта, показывающая врагов, показывающая конкурентов, показывающая различные формы предательства и различные формы вообще любой вот вражды, да, которая есть сейчас в ваших отношениях. И получается так, что либо вы воспринимаете вашего загаданного человека как некого противника для себя, то есть что он ваш враг теперь на сегодняшний день из-за его какого-то, допустим, предательства, либо вы считаете, есть люди, которые козни строят вашим отношениям, у вас есть противники, у вас есть враги, есть кто-то, кто наблюдает из-под тишка, из-за угла за вашими отношениями и просто их портит. Соответственно, вы очень сконцентрированы на этом. Если вы себя узнаете, если вы узнаете свое отношение здесь, если вы чувствуете подвох, предательство, вражду, как со стороны любимого человека, так и со стороны каких-то окружающих его людей или вас там обоих, да, то обязательно смотрите эту позицию, потому что, значит, это гадание для вас. Значит, эти цыганские карты здесь для вас будут говорить, да. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Посмотрим этого человека сейчас. Что он к вам чувствует сейчас. Он чувствует себя вдовцом, а это значит, что он ощущает потерю. Вы знаете, карта «Вдовец»
Это не только вот прямое значение, что вот кто-то умер или еще что-то. Это именно у человека состояние, что он вас как будто бы теряет, потерял, что он опустошен, что он совершенно вот остался как будто бы как один, да, один в этом мире, один в судьбе в своей, и ему, ну, дальше ему неизвестно вообще, с кем-то будет дорога в жизни, или он останется совсем один раз и навсегда, понимаете? И, соответственно, карта говорит о его опустошенности, его депрессии, о его состоянии потерянности. Соответственно, этот человек очень переживает, он грустит, он чувствует, что ваши отношения будто бы умирают. И ему очень-очень плохо, ему очень там, да, на душе как-то вот кошки скребут, ему, ну, буквально вот он его разрывает, да, вот эта ситуация. Ему очень грустно, и он начинает из-за этого страдать. Я бы вот увидела здесь, конечно, в этой карте больше всего отчаяние и страдания, да. Как будто бы вот хороню отношения, вот натурально вот беру и хороню. Что у него на сердце? На сердце у него священник. Он как будто бы хочет исповедаться кому-то. Вы знаете, священник — это всегда момент истины, момент исповеди, момент обучения. То есть человек понимает, что вот ему нужно куда-то к кому-то, вот как духовнику сходить, вот с кем-то поговорить, потому что вот он сам уже не справляется вообще с данной жизненной ситуацией, вот с этой трудностью, которая как-то вот возникла между вами, да, и человеку очень как-то вот так вот плохо, что вот он решил отдушину найти, ну, допустим, в церкви или в каком-то религиозном там месте, да, хорошем месте силы, может быть. Или вот пойти к человеку обратиться, который вот является для него как, ну, неким духовным наставником, что ли. И он хочет с ним поговорить о том, что вот его беспокоит, вот ему нужно выговориться где-то. Вот он такой, наверное, человек, знаете, все-таки контактный. Это не совсем одиночка внутри, он просто сейчас ощущает потерю. А он именно контактный человек, то есть ему нужно все равно с кем-то делиться всегда. И вот тот, которого вы здесь загадали, вашего любимого человека. И, соответственно, раз ему надо делиться, вот он хочет кого-то найти, а с кем он это все обсудит? Вот буквально даже вот может в церковь реально сходить. Что у него под сердцем? Ну, тут радость у нас. Радость, значит, карта говорит о том, что вот может быть момент, допустим, либо что случился какой-то треугольник, потому что, видите, тут мужчина, да? Вот как бы как мужчина, похоже на мужчину или парня. А тут как две девушки, что ли. Но если это три девчонки, то все понятно, как бы, да, что человек куда-то оторвался, там что-то с друзьями. Либо вот, может быть, он знает, что кто-то вмешивается в отношения, что может есть момент треугольника. Или момент того, что кто-то просто хочет, ну, хочет из этих отношений создать треугольник, да. Либо человек слишком где-то повеселился, порадовался чему-то, или там побыл в какой-то компании, и ему это вышло боком, например. То есть вот это вот какая-то радость под сердцем, да, это не то, что вот он радуется сейчас, а то, что он что-то вспоминает, вот что послужило-то его проблемой, причиной, да, вот для всей создавшейся ситуации. Что вышло причиной того, что между вами создалось нехорошего, а это была радость. То есть вот как компания каких-то людей, да. И, может быть, вот он с кем-то как или общался, или вы это так поняли, что он общался. Или кто-то вас там пытался развлекать, может быть. Или, может быть, кто там с вашей стороны, да, там пытался вас развлекать, еще и создавал треугольник, вот тоже вариант. Ну, хорошо, давайте посмотрим в прошлом. Ребенок. Может быть, вас связывает реально ребенок. Или что-то было, как вопрос какой-то стоял острый о ребенке, допустим. Но также ребенок в прошлом может быть зарождение новых чувств, начало от этих отношений, которые у вас есть. Отношения, мол, были наивные, детские. Отношения, мол, были свежие, без того, что сейчас происходит, да, вот там плохого. Может, вот у него поэтому в прошлом ребенок падает. Но еще может быть, что у него в прошлом родился ребенок, этого нельзя отменить. Даже если он не с вами родился, и вот, мол, между вами все равно есть какая-то ситуация, а еще у человека ребенок, и это тоже осложняет процесс.
Или если у вас общий ребенок, допустим, человек точно знает, что этот ребенок есть, да, родился в прошлом, но его нельзя отменить, например, да, там и нужно заботиться о нем. То есть вот он это как бы вот отмечает, что у него в прошлом ребенок. То есть что-то связано с ребенком или началом чего-то. Так, о чем он постоянно думает? Скорбь. Он постоянно думает о том, что ему очень плохо на душе. Он скорбит, он переживает, он печалится, он мучается, от чего-то очень сильно страдает. И, соответственно, вот эта скорбь, она ей выпала, да. Это скорбь, это печаль, это переживание, это отчаяние какое-то. То есть вот человек прям оплакивает что-то, вот что между вами было. Прям оплакивает. Ваши отношения оплакивает. Это уже много раз здесь вышло. О чем он сожалеет? Любовь. О любви своей сожалеет, да, о том, что любили вы друг друга и что он вас любил. Вот сказать, что он сейчас вас любит, я тоже могу это сказать, но он считает вас потерей, понимаете? То есть потери это вот именно вот как крест стоит какой-то. То есть может что-то такое произошло, да, что эту потерю подкрепляет, но, мол, что назад-то не вернешь. Вот как вот человек бы умер, да, его же назад не вернешь. И, соответственно, вот у него прям такое чувство-то очень сильного отчаяния и переживания. Вот это вам нужно обязательно отметить для себя, что человек может не возвращаться назад из-за этого. Из-за того, что он прям берет и вот перечеркивает все, мол, вообще умерли отношения. Хороню я их, понимаете? И вот эта вот любовь, о которой он сожалеет о своей любви. Ну, представляете, как жалеть о любви? А он жалеет о любви. Говорит о том, что он как-то, может быть, вот очень глубоко разочарован в чем-то. И вам это нужно обязательно вот для себя уяснить, что что-то такое надломилось, получается. Что в будущем в ваших отношениях, что в будущем? Ищущие удовольствий. Ну, карта говорит о том, что человек может спуститься во все тяжкие на самом деле. Но это значит, что он будет гулять, например, гулять с друзьями, с подружками, если вы на женщину гадаете. Там вот конкретно человек ищет удовольствие в будущем. Человек пускается в кутерьму какую-то жизненную. И я считаю, что это затык. Человек затыкает свою скорбь. Вот прям берет и затыкает. Высокомерие будет проявлять этот человек в будущем. Прям вести себя гадко. Может очень гадко себя вести. И видите, праздники себе устраивать постоянно. Фестивали, да, как говорят. Дискотеки себе закатывать. С дамами сидеть за столом. Рюмки поднимать. Но вы знаете, если человек не выпивает, ни мужчина, ни женщина, это может просто говорить о том, что человек будет искать себе различных легких отношений. Ну, то есть вступать в какие-то связи, которые ни к чему его совершенно не обязывают. Где ему было легче строить отношения. С нами же трудно, понимаете? С нами, серьезными людьми, которые хотят серьезности в отношениях, вот в отношениях, и с ними всегда очень сложно строить отношения. Ну как же, нужно иметь какие-то обязательства, ай-яй-яй. А тут, смотрите-ка, легкие, ни к чему не обязывающие праздники. Ну, вот такая первая позиция. Давайте посмотрим совет. А как вам, ну, улучшить эти отношения? Потому что тут прям какая-то яма получается, да? Мыслитель. Надо хорошо подумать. Утешение. Нужно найти утешение себе. Ну, у Бога, у Вселенной, да, там, у какого-то человека мудрого утешение найти. Вор. Вор говорит о том, что нужно что-то сделать тайно, тайком от всех людей, да. Тайком от всех людей обратиться к кому-то очень мудрому, кто распоряжается какими-то данными, ну, как документы, такими данными. Не знаю, что-то справки надо навести, похоже, вам, чтобы улучшить отношения. Надо сначала прям какое-то расследование провести, как будто что-то узнать. И как только вы узнаете от двух мудрых людей что-то, то тогда только вы уже сможете что-то для себя выяснить и действовать. Ну, такая у нас первая позиция интересная вышла. Я все карты убираю обратно в колоду, чтобы никто не предъявлял мне за то, что я там типа не на целой колоде вам рассказываю. Ну, вот убираю все карты обратно.
Вообще это не имеет, конечно, значения, потому что, допустим, в Таро есть расклады на 22 старших арканах, есть расклады на придворных картах, есть расклады только на младших арканах, только на нумерологических младших арканах, то есть всякие комбинированные. И я считаю, что если вот мы на 3 позиции делаем, да, и они распределяются, вот эти карты на 3 позиции, ничего страшного в этом нет. Но я убрала обратно в колоду в нашем гадании, да, вот эти карты цыганские, все в одну колоду. Наш розовый котик, 2 позиция. Итак, любимый человек, цыганские карты вам сейчас нагадают, что у него там внутри, какие тайны, что в уме и что в сердце. Давайте посмотрим первую карту. Это что вы к нему сейчас чувствуете, ваше отношение к нему, к этому человеку. Ожидание. Вы от него чего-то ждете, вы его ждете. Вы ждете, когда он что-то, да, вот что. Кто-то ждет, что человек на что-то решится, кто-то ждет, что человек что-то сделает, такое кардинально, какие-то поступки, ждет поступков, кто-то ждет, что человек вернется, кто чего ждет на самом деле. Но вы находитесь сейчас в режиме именно ожидания и никак иначе. Конечно, карта, она такая пассивная, я бы сказала, потому что когда ты чего-то от кого-то ждешь, ты не действуешь, ты именно ждешь, ты пассивный. И, соответственно, ты занимаешь пассивную сторону, значит, у тебя много женской энергии, да? Если бы ты занимал активную сторону, у тебя было бы много мужской энергии. Неважно, мужчина вы или женщина, вы чего-то от человека ждете, от того, которого вы загадали, от любимого человека. И, соответственно, вы сейчас насыщены больше женской энергией, чем мужской, даже если вы мужчина. Вот. Ну, и что могу здесь сказать? Карта не говорит ни о каких ярких чувствах. Она говорит о том, что вы можете мечтать о человеке, вы можете думать о человеке, но сказать, что вы прям его очень сильно любите, тоже нельзя. Вы от него чего-то ждете, это да. Значит, вы эго свое подпитываете, понимаете? Когда ты любишь вот по-настоящему человека, да и кого угодно, чего угодно, ты от этого человека ничего не будешь ждать. Вот момент ожидания говорит о том, что вы для себя чего-то хотите от него. Для себя. А значит, вы включаете эго сейчас в вашу любовь бескорыстную к этому человеку. А это значит, что вы начинаете наполняться более темными вибрациями по отношению к этому человеку. То есть, либо впадаете в зависимость, подпитывая эго, желание обладать, да, либо желание даже подчинять, и это совершенно темная энергия. Вот задумайтесь над этим. Хорошо, давайте посмотрим, как этот человек к вам относится, что он к вам чувствует. Вышла карта «Удача». Этот человек определенно вас как-то может очень сильно любить. Или даже ощущать, что вы для него некий талисман удачи. То есть он очень рад тому, что вы когда-то встретились, что вы когда-то друг друга, там, не знаю, полюбили или вступили в отношения, или просто познакомились. И человек это воспринимает как момент невероятной удачи для себя. Понимаете? То есть он, в принципе, я бы сказала по этой карте, что он вас любит. Понимаете? То есть этот момент здесь неоспорим. Карта очень хорошая. Карта фортуны вот этой, да. То есть прям таки божественная карта. И тут у нас рок изобилия, из него льются монеты, деньги и все такое прочее. Поэтому человек себя ощущает вот, по отношению к вам, что вы для него настоящий подарок судьбы, талисман. И что именно благодаря вам в его жизни наступает момент изобилия. И именно благодаря вам в его жизни идет что-то на улучшение. Понимаете? Может, вы много за него чего сделали, может, еще что-то. Непонятно пока. Хорошо, что у него на сердце? На сердце у него печаль. Он из-за чего-то переживает и печалится. Он из-за чего-то, я бы сказала, страдает, да? Или мучается какими-то, не знаю, мыслями. Получается, что этот человек, с одной стороны, вами восхищается и любит, а с другой стороны, возможно, разочарован сам в себе. Мол, ты-то мне приносишь удачу, а я тебе что приношу? Ну вот это, например, просто. Еще может быть такое, что
Человек расстроен какими-то событиями, которые происходят сейчас между вами или происходили недавно. И, соответственно, у него поэтому на сердце печаль. Вообще печаль — это темное сердце. Человек, который по-настоящему верит в Бога и в свою любовь, он печалиться не будет. Такой человек становится более уверенным в себе. Если у человека появляется сомнение, он наполняется темной энергией, он становится печальным. Помните о том, что если вы печальны, значит вы не верите в Бога. Хорошо, что под сердцем этого человека? Свадьба. Этот человек очень хочет, если вы не в браке, жениться на вас или выйти замуж за вас, если вы на женщину гадаете. Если вы женаты, этот человек хочет даже по новой на вас жениться и женился бы, мол, если бы даже не был женат. Вот так. Или вышла бы замуж, даже если бы не была за тобой замужем. То есть вот до такой степени все доходит. Человек действительно как будто ни разу-то и не пожалел, что вас встретил. А вот скорее ковыряется, наверное, в своих собственных каких-то способностях. Чувство вины у него возникает из-за себя самого. Я не сделал тебя счастливой или не сделала тебя счастливым. И я чувствую, что ты-то для меня вроде как удача, но я не могу сделать тебя счастливым человеком. Это меня расстраивает, потому что я тебя люблю. То есть человек тут проявляет некий момент все-таки заботы о вас, да? Хорошо, что было в прошлом? Мыслитель. Карта показывает человека, который очень много погружался в себя. И, соответственно, делал что-то, ну, действительно такое, как самоизучение, вот изучение какой-то, может, дисциплины очень углубленно. Погружался в работу, вообще очень много думал, очень много был один. И, соответственно, он как-то вот так подходит к вопросу-то ваших отношений, что я их как-то вот выбирал, да, эти отношения. И мог бы так и оставаться один, если бы, ну, не выбрал, да. И я чувствую, что если был мой выбор таким, то значит он был обоснован. То есть он, знаете, как воспринимает? Я ведь так-то подумал, прежде чем с тобой завел отношения. Или я подумала, прежде чем завести с тобой отношения. Взвесила все за и против. Понимаете? То есть он вот так воспринимает прошлое. Хорошо, что у него в голове сейчас? Тюрьма. Он себя чувствует совершенно ограниченным сейчас в жизни. В жизни, в любви и во всем вообще. Он чувствует, что его руки связаны, что он ограничен какими-то жизненными обстоятельствами. Или с самих этих отношениях чувствует себя как в тюрьме в каком-то смысле для себя. С одной стороны, он не жалеет о том, что встретил вас и женился бы на вас снова, да? Или вышла бы замуж снова. С другой стороны, понимает, что он как в тюрьме. Соответственно, может быть, человеку кажется, что ему что-то угрожает. Может быть, он чувствует, что на него давит окружающая действительность, такая как политика или еще что-то, да, там обстановка в мире, в стране, обстоятельства работы, начальник, понимаете, что угодно вот в этом смысле, что угодно. И, соответственно, ну, ему как-то вот плохо, понимаете, он все время думает об этих ограничениях. Так, о чем он сожалеет? Давайте посмотрим. Возлюбленная. Возможно, из-за вас он кого-то потерял. Ну, бывает такое, что ты выбираешь между кем-то и кем-то. Вы знаете, такое часто бывает, что человек заводит отношения, а кого-то оставляет при этом. И ему как бы это стрёмно, ну как, плохо, стыдно, не знаю. На душе как-то кошки скребут. Из-за этого он об этом как-то вот берет и сожалеет. И есть еще момент. Может жалеть на то, что тратил на кого-то другого время когда-то. Либо есть еще вариант. Вы были очень счастливы. Допустим, если вы женщина, вы были очень счастливы в начале отношений, когда были на стадии возлюбленной. И потом он увидел, что это счастье потерялось. Естественно, ему это как бы, он сожалеет об этом. Вот это тоже еще такой момент может быть. Хорошо. Будущее. Разговор. Ну, вообще карта показывает какой-то важный разговор, да, либо разговор с поддержкой. Вот бывает, что
Ты собираешься с кем-то вместе, там, не знаю, с друзьями, с подругами, и твой любимый человек тоже там. И вот возникает какой-то разговор, который реально наталкивает на размышления, да, важные размышления. А бывает, что это важный разговор между вами двумя. Ну, то есть, когда человек доносит до вас информацию какую-то откровенно, что раньше он не делал, или возникает какой-то разговор между вами, да, ну, который вы как раз и ждете. И этот разговор многое открывает, проясняет и ну, дает старт для того, чтобы вот что-то вот в будущем изменить. В общем, будет важный разговор, честно, вот правда, очень важный разговор в будущем. Дальше, значит, будет посыльный. Возможно, человек пришлет вам подарок, известие, посылку действительно какую-то, сюрприз. Или постоянно будет на связи, известия какие-то о себе посылать, если он особенно далеко от вас. Посыльный может о многом говорить, о том, что кто-то что-то вам передает в связи с этим человеком. Часто такое приносят курьеры, там, цветы, подарки, вот, или какие-то, ну, вот как здесь письма, да. То есть вот об этом речь. Дальше, значит, третья карта – это служанка. Вы знаете, человек действительно чувствует себя вот в такой ситуации, что вы для него талисман удачи. Да, он хочет сделать для вас что-то, но вряд ли он для вас сделает больше, чем вы для него в будущем. И, соответственно, служанка поэтому и падает. Вам будет очень сложно когда-либо избавиться от этого чувства, что вы делаете гораздо больше, за, так скажем, меньше его энерговложения. Понимаете? Что вы делаете для него очень серьезные вещи, он для вас пустяки. И вряд ли это так быстро пройдет. Это, ну, либо нужно время для исправления, либо это вообще не бывает невозможно исправить. То есть вы сами выбрали, по сути, эти отношения. И я не думаю, что... Ну, понимаете, каждый из нас в отношениях что-то отрабатывает. И не думаю, что это возможно вот так по щелчку пальцев изменить. Но вы и вместе остаетесь. То есть это не говорит служанка о том, что вы можете расстаться. Вы как раз-таки наоборот пока остаетесь вместе. Но проблемы отношений не так быстро могут решиться, как это кажется. Хотя человек постарается сделать к вам некоторые шаги. Вот. Однако я вам так скажу, что все неплохо. Будут важные разговоры, будут какие-то сюрпризы. И хоть и человек не может сделать такое же вложение, как вы, но у него все-таки есть чувство к вам. Я считаю, что это тоже, в принципе, неплохо. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Так, а мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Я обратно все карты в колоду засунула. Цыганский наш оракул, да? Чтобы вам не казалось, что я там какие-то карты для вас упускаю. Итак, третья позиция. Гадание у нас на цыганских картах. На ваши отношения, а точнее его тайны будем раскрывать и заглядывать прям глубоко внутрь вашего человека, любимого или любимой. И первая карта – это ваши чувства к этому человеку. Смотрим. Письмо. Вы знаете, карта показывает, что вы либо очень ждете весточки от этого человека, либо хотите ему что-то сказать, написать. У вас есть к нему очень большой интерес, и вы, ну, может быть, ждете там разговора с этим человеком, известий. И, соответственно, наводите, может быть, справки даже о нем. Вы бы очень хотели, чтобы от него появились хоть какие-то, допустим, новости. Или чтобы он стал ближе к вам. Может быть, этот человек находится где-то на расстоянии от вас. И вам хочется быть ближе просто. Больше, может быть, хочется общения с этим человеком, чем сейчас есть. Вообще, письмо – это карта легкая. Она говорит чаще всего о том, что вы легко относитесь к человеку, без излишнего напряжения. И у вас есть к нему интерес, но сказать, что это прям совершенно точно любовь, я тоже не могу.
У вас есть к нему интерес, это точно. Нравится человек, это точно. Может быть, вы и не решили для себя, насколько это там серьезные чувства, да? Но если решили, то просто очень ждете от него письма, и все. То есть карта может просто показывать, допустим, не ожидание письма, а легкость, да, нравится человеку, а может показывать, что вы его любите, но ждете письма. Хорошо, а как человек этот к вам относится, что он чувствует в глубине души, да? Лживость. Этот человек вам совершенно не доверяет. Я бы сказала так, что он считает вас не совсем искренним человеком. Он боится вашей лжи и очень боится вашего какого-то предательства, подставы от вас. Он считает, что вам невозможно доверять. И сам человек не может быть искренний с вами в ответ, потому что он понимает, что вы не искренни с ним. Вот помните, я тут как-то, вчера, по-моему, в раскладе на школе Таро Альвиен говорила, что самое главное в жизни, вот там вторая, по-моему, позиция, честность. Быть честным самому. Почему нужно быть честным самому? Тогда тебе не будут врать. Постепенно из твоего окружения выйдут все, кто может тебе врать. Но если ты будешь нечестным самостоятельно, никогда не жди того, чтобы у тебя было честное окружение. Вот тут то же самое. Вам нужно начать с себя. Если вы всегда будете без всякого исключения говорить этому человеку правду и только правду, никогда не увиливая и не скрывая даже в мелочах, даже ерундовые вещи, вы увидите постепенно, что либо человек отсеется из вашей жизни, потому что он не может быть правдивым, да, либо он останется, но будет говорить тоже правду в ответ и вам доверять. Хорошо. Что у него на сердце? Друг. Он хотел, чтобы вы ему были настоящим другом. Что это значит? Он хотел бы с вами наладить отношения. То есть я не говорю, что вы должны не любить друг друга, а просто дружить. Нет. Я говорю о том, что в любви тоже есть друзья. Если вы дружите со своим мужем или со своей женой, это самый лучший тип отношений. Но вот если вы не дружите, а дружите только, как говорится, телами, а сами вы совершенно из разных оперет и у вас разные интересы, то вы все равно не сможете жить вместе. И вот здесь, соответственно, человек хотел бы, чтобы вы ему были настоящим другом, чтобы вы были его соратником, чтобы у вас были очень общие интересы. Друг – это желание доверять. Друг – это желание проверить, насколько вы честны, и больше никогда не возвращаться к этому вопросу. Вот что и хочет этот человек. Вот что у него на сердце лежит. Ему бы хотелось, чтобы вы были более честны друг с другом. И ему очень бы хотелось, чтобы у вас было очень много общего, и особенно интересов. И чтобы вы общались, как друзья. Что у него под сердцем? Комната. Вы знаете, под сердцем у него желание решить, возможно, жилищный вопрос. Под сердцем у него желание комфорта, расслабления, может быть, даже некого одиночества. Этот человек, возможно, устал от суеты этой жизни и хотел бы успокоиться, поэтому комната лежит у него под сердцем. Также есть такой момент, что какая проблема между вами возникла. Она может быть связана с неким помещением, что есть где-то что-то произошло, там, не знаю, в гостях или еще как-то. Так, что у вас в прошлом-то с ним? Деньги. Вот он воспринимает, что то, что в прошлом возникло между вами, завязано на какие-то деньги. То есть та проблема, которая могла произойти, или то, что вас связывало в прошлом, как-то завязано на материальное благо. Дело в деньгах, вот что-то с деньгами в прошлом, да. И, соответственно, из-за этого идет сейчас такая ситуация в настоящем, и она может отразиться и на будущем, как считает сам этот человек, да. Деньги вас могли в чем-то связывать, или вставал финансовый вопрос. И, соответственно, понятно, что человек за это переживает, да. То есть заглядывает в прошлое, там деньги какие-то, которые его беспокоят, и он переживает вообще за всю эту ситуацию. Что у него в голове? Давайте посмотрим. Ожидание. Этот человек чего-то от вас ждет. Он ждет, когда изменится ситуация. Он ждет от вас, возможно, какой-то инициативы или поступков. Этот человек ждет нужного момента. А еще он умеет ждать.
Вот вы знаете, тут как-то вот такой вот трезвый взгляд на ситуацию. И действительно умение ждать, умение проявлять некое терпение. Возможно, жизнь этого человека состоит из терпения. Ну, благодаря его жизненным каким-то испытаниям, да. И, соответственно, человек сейчас тоже проявляет терпение. То есть чего-то ждет. Хорошо. О чем он сожалеет? О смерти. Вы знаете, карта говорит о том, что человек мог кого-то терять. Или даже когда вы были в отношениях, кого-то потерял. Или вместе вы потеряли. Или что-то случилось, как потеря какая-то. Что назад-то не вернешь, дороги назад нет. Потеря. Мол, изменить вот эту судьбу невозможно. Он жалеет об этом, о чем-то, что невозможно вот что-то поменять. Что-то, что, может быть, изменилось стихийно, да? И это невозможно сейчас вернуть. Смерть – это то, что отпало раз и навсегда. Ну вот как человек умер, ты же его обратно в него, там, в душу его не затолкаешь в тело. Что ты не делай, он мертв, все. То есть страдай, ори или молчи, терпи. Все равно он все, его нет. И об этом действительно можно жалеть, что назад не вернешь что-то. Что ушло и умерло, понимаете? Хорошо, будущее. Вас ждет какой-то разговор. Скорее всего, это будет важный разговор или разговор даже пусть в компании, там, не знаю, там, друзей общих или родственников, но какой-то будет важный момент в разговоре, может быть, в общем, или вскроется какая-то информация в разговоре между вами. Или это будет важный разговор у вас вдвоем. Но этот разговор что-то открывает для вас в этих отношениях. Проясняет эти отношения, понимаете? Просто берет и проясняет. Свадьба. Карта показывает, что вы можете вступить в брак с этим человеком. Это очень сильно тут выделено, конечно. Просто свадьба не падает. Но тогда в разговоре действительно много чего поймете друг о друге. Может быть, карта лживости сразу отпадет. И двуличность какая-то отпадет в этих отношениях, что и приведет к развязке, да. То есть свадьба — это не обязательно, что вы должны пожениться, вдруг вы уже женаты. Но свадьба говорит о том, что вы очень сильно объединитесь друг с другом. То есть что-то будет такое вот как бы очень хорошее, светлое в ваших отношениях, союз. То есть заключите союз друг с другом, мирный союз, там, не знаю. Путешествие. Возможно, вас ожидает совместное путешествие с этим человеком. Ну, или, как говорят, свадебное путешествие, медовый месяц, еще что-то. То есть, понимаете, вот идет сейчас на улучшение. Да, этот человек сейчас вам не доверяет, но после разговора, скорее всего, начнет доверять. Это стояло преградой между вами, и значит, пойдет улучшение. И, соответственно, у вас, ну, может быть, да, действительно свадьба прям, и путешествие, а может быть, допустим, свадьба и переезд, или еще что-то такое. Поэтому третья позиция, конечно, невероятно положительно у нас завершилась. Анализировали, да, вот вроде как бы человек такой спокойный. Ну, то есть он умеет все взвешивать и умеет долго терпеть и ждать. Но, видите, все-таки его какое-то рациональное вот такое, как, да, рациональное размышление, рациональный подход ведут к положительным изменениям в ваших отношениях. Я считаю, что это очень хорошо. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Лайф, канал Школа Таро Альвиен. И третий мой канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Поддерживайте каналы, смотрите как можно дольше видео, ставьте лайки. И обязательно пишите как можно больше комментариев. Всем пока и до новых встреч.